Сергей Михайлович Бебия, видный ученый-ботаник, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук Абхазии, академик-секретарь АНА, заведующий отделом интродукции растений Института ботаники, заведующий кафедрой лесного хозяйства и ботаники АГУ. С 2002 по 2009 годы возглавлял Институт ботаники АНА, лауреат Государственной премии по науке имени Дзидзаля, кавалер Ордена Славы второй степени Республики Абхазия. С 1987 года действительный член Национального географического общества США и Московского общества испытателей природы. С 1978 по 1990 годы член секции лесной типологии научного совета АН СССР по проблемам леса. С 2002 года член Совета ботанических садов России. С 1993 года полномочный представитель МИД Республики Абхазия в Венгрии по науке и культуре. Читал курс лекций по горному лесоводству и лесоведению в Таранской высшей лесной школе технического университета Дрездена, в Адыгейском госуниверситете, на лесохозяйственном факультете Новочеркасской инженерно-мелиоративной академии, участник более 30 научных экспедиций по горным лесам Евразии, участник всемирных ботанических конгрессов в Варшаве, Дублине, Хельсинки, Гванчжоу. Сергей Бебия, автор свыше 120 научных работ, в том числе 6 книг. Область научных интересов: история и география горных лесов Евразии, динамика растительных сообществ, дендрология, систематика, интродукция растений, экология, охрана природы. Добро пожаловать на нашу кафедру, Сергей Михайлович. О чем шумят наши деревья и леса? Так вы сформулировали тему своей лекции, без излишнего научного академизма. Скажите в двух словах, о чем они шумят? Они шумят, просят нас, чтобы мы бережно относились к нашим деревьям, к нашим лесам, потому что они дают нам прекрасные, комфортные условия существования человека. Скажите, кто или что причиняет ущерб нашему лесному фонду? Человек сам. Лесному фонду те рубки, которые мы проводили в прошлые годы, в течение 200 лет, постоянно наносили ущерб. И наносили ущерб, так сказать, равновесию этих лесов. И они очень сегодня, многие площади лесов деградированы и требуют человеческой помощи для их восстановления. В советское время не только государство через свои профильные структуры государственные реализовывало функцию охраны, да, вот лесов, но крестьяне в наших селах очень, можно сказать, бережно относились к лесу. Вот отношение людей, оно сохранилось или изменилось, наоборот, в негативную сторону? К сожалению, изменилась она в негативную сторону, но я могу привести такой пример. Вы действительно отметили, что наши крестьяне, наше старшее поколение намного бережнее относились к лесным ресурсам, к лесам. Яркий пример. Вокруг каждого двора, вокруг каждого дома всегда сохраняли оазисы, лесные площади. Они официально им не принадлежали, но морально они там охраняли и понимали, что без лесов им существовать нельзя было. Поэтому они оберегали и вели там рациональное хозяйство, которое можно брать пример и сегодня. Спасибо вам большое. Здравствуйте, уважаемые студенты. Прошу садиться. Когда я слышу, как шумит молодой лес, посаженный моими руками, я осознаю, что климат немножко и в моей власти, и что если через 1000 лет человек будет счастлив, то в этом немножко буду виноват и я. Антон Павлович Чехов, дядя Ваня. Может, помните? О чем шумят леса и деревья Абхазии? Об этом доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук Абхазии, академик-секретарь Академии наук Абхазии, заведующий кафедрой лесного хозяйства и ботаники Сергей Михайлович Бебия. Уважаемые студенты, тема нашего разговора сегодня, тема нашей лекции несколько образная. И, как вы видите, называется она «О чем шумят наши леса и наши деревья». Я постараюсь вам раскрыть эту тему, насколько это в моих силах и насколько это будет интересно для вас.
Я надеюсь, что вы получите какую-то определенную информацию, которая будет полезна для вас в повседневной жизни. Итак, о чем шумят деревья и леса Абхазии? И если тема так называется, то мы должны знать, мы Абхазию привыкли, это наша родина, это наша страна. Но что из себя представляет с точки зрения природной экосистемы, с точки зрения растительности? Об этом мы раскроем, начнем с этой темы нашего разговора. Абхазия является составной частью Колхидского флористического рефугиума. И Колхидский флористический рефугиум начинается на севере, примерно от города Туапсе, и по главному Кавказскому хребту она проходит на юг, через Джаро-Меретинский хребет, переходит на Наталийский хребет на территории Турции и заканчивается где-то в районе Трабзона. И вот амфитеатром эта территория, обращенная к морю, образует Колхидский флористический рефугиум. А что такое рефугиум? Я напомню. Это убежище организмов древней геологического периода. Представьте себе те растения, которые здесь у нас в Абхазии сейчас произрастают, они здесь существовали 3 миллиона лет тому назад. Но в процессе геологического изменения климата, многие виды, которые тогда произрастали, они исчезли с лица земли. Тогда этот край был тропическим. Сегодня у нас субтропический регион. Конечно, видоизменились, но процессы адаптации, процессы приспособления, многие виды сохранились в этих условиях. И этот рефугиум считается один из крупнейших по концентрации этих реликтов в северном полушарии. Кроме реликтов здесь встречаются эндемы. Виды эндемы – это те виды, которые произрастают только в данном месте произрастания, то есть в данной стране, в данном регионе, больше нигде в мире. И мы в этом отношении тоже очень богаты. Сейчас в деталях я не буду вам рассказывать, но в этом отношении наш флористический регион в глобальном масштабе представляет огромный интерес и тем самым огромная, так сказать, ответственность на наш народ, на всех вас, на всех нас для сохранения этого уникального природного явления нашей территории. Так, тема называется «Деревья и лес». Так что такое лес? Лес – это элемент географического ландшафта, состоящий, я подчеркиваю, из совокупности деревьев, занимающие доминирующее положение, кустарников, напочвенного покрова, имеется живой напочвенный покров, животных, микроорганизмов в своем развитии биологически взаимосвязанных, влияющих друг на друга и на окружающую среду. То есть что мы сказали? Сказали о том, что лес – это не только одно дерево или не 20 деревьев, а совокупность многочисленных деревьев, которые находятся не просто так в физическом состоянии, они находятся во взаимодействии с теми остальными элементами, которые произрастают на данном участке и образуют лесную экосистему. Если мы создадим в парке огромное количество деревьев, это не лес. Если мы создадим какие-то посадки вдоль дороги, это не лес. Лес – это естественная вот такая экосистема, которую мы сказали. Здесь очень важно взаимодействие между собой и с окружающей средой. Если они как влияют на окружающую среду, следовательно, на окружающую среду, где человек обитает. В частности, в нашем регионе состояние в этой, так сказать, растительности, лесной растительности очень серьезно влияет на благоприятное состояние, благоприятные условия существования человека в этом регионе. Вот поэтому шумят леса, вот поэтому и шумят деревья, потому что к ним отношение со стороны человека не совсем адекватное, и зачастую это очень вредное и наносит огромный ущерб их состоянию, их сохранению и так далее. Дерево, мы говорим, это многолетнее растение, вы знаете из курса ботаники о том, что не менее 2 метров высоты, с одревесневшими стеблями и корнями, с выраженным главным стеблем, стволом и кроной. То есть дерево, которое вы посмотрите сейчас в окружении, вы увидите в нем крона и стебли, которые обеспечивают существование этому виду
так сказать, дереву. Ну, лес есть лес, но а какая польза от леса? Об этом мы говорим, ну, существует лес, мы там приходим, отдыхаем, уходим, но никогда не задумываемся, тем более, если люди учатся не по этой специальности, то пусть существует, и только на них смотрят, как будто так и должно быть. Но лес, считается, что разнообразие леса и полезности леса сводится сейчас в настоящее время к 5 основным пунктам. Это древесина. То есть мебель, там, стол и так далее, ее, так сказать, производные. Их более 1000 предметов, которые можно перечислить бесконечно долго. Другие продукты из древесных растений. Кора, листва, хвоя, цветы, плоды и семена. Почему кора? Из коры делают пробку. Вы слышали, есть город Шампанье во Франции, и там выпускают, это родина шампанское, которое впервые там было выпущено, и бутылки у них закрывают только из коры, изготовленная из дерева под названием дуб пробковый. Вот частично такой пример использования коры. А что такое цветы? Почему цветы используют, какую пользу приносят? Ну, вы знаете, очень многие деревья, многие растения являются медоносами. Так липа, там, каштан и так далее, от них тоже можно получить экономическую такую выгоду. Дальше продукты из лесных недревесных растений. Ягоды, грибы, лекарственные растения. По данным ботаников Зураба Иосифовича Ардзенба и Александровны Григорьевны Алании, у нас в Абхазии произрастает свыше 300 видов растений, которые имеют уникальное такое лекарственное значение. Тем самым это тоже один из таких богатств, один из моментов, для которого можно, так сказать, использовать лесные дары. 4-й пункт. Лес – природный защитный фактор и природная среда, благоприятная для жизни человека. Но защитная функция, я еще несколько позже остановлюсь. И 5-й пункт – это лес, место обитания и разведения животных. Мы знаем, есть охотники, там охотятся на дичь, можно создавать там охотничье хозяйство, можно получить пушнину из этих животных и так далее, и так далее. Это тоже один из видов таких возможностей использования продуктов леса. Такая вот общая схема в мировом масштабе сейчас существовала. Но, как вы видите, это экономическая сторона, я бы сказал, потребительская сторона, которая позволяла человечеству использовать только в практических целях, не оглядывая на судьбу этих лесов. Маленькая цифра. На заре становления человека на планете лесистость, то есть площадь лесной территории на планете составляла более 60%. Сегодня у нас констатируется только 30%. Когда-то, некогда, вот знаменитые пустыни Сахары, все они были покрыты лесами, тропическими лесами. Исчезли они. Тут две причины. Биологические явления, изменение климата, мы часто говорим, но прежде всего, больше всего повлиял на это сам человек. И сам человек привел к деградации этих лесов и опустошению многих территорий, тем самым к ухудшению климатических условий нашей планеты. Так сегодня мы говорим, что в горных условиях особенно, в частности у нас в Абхазии, а территория Абхазии 70% является горной системой, и они покрыты лесами, лесным ландшафтом, на первое место выходит из ценностей этого леса это экологические функции, это защитные функции. Это лес, природный защитный фактор и природная среда, благоприятная для жизни человека. Почему мы это так говорим? Потому что леса сохраняют почвы, леса сохраняют климат, леса регулируют водные гидрологические условия, леса, переводя атмосферные осадки в грунтовые воды, постоянно поддерживают дебет источников минеральных вод, питьевых вод, других водоемов, постоянность дебет наших рек. Сильных наводнений, если лесные территории, то есть территории будут покрыты лесами, то таких сильных наводнений не ощущается. Но что случилось с лесами нашими в этом направлении? Уже более 200 лет длится эксплуатация этих лесов с целью получения древесины.
Почему? В этих лесах произрастают очень ценные древесные породы. Это каштан, это самшит, это бук, это дуб, это липа и так далее, и так далее. Можно их бесконечно много перечислять. Все они являлись первой необходимостью, и всем нравилось, так сказать, человечеству, нравилось, чтобы получить древесину для различных целей, для строительных. Отделать там стены свои, изготовить уникальную мебель и так далее, и так далее. В этом отношении, значит, технически использовались и наши леса здесь. Состояние сегодня, устойчивое состояние, так сказать, экосистемы наших лесов, нельзя сказать удовлетворительное. Только по причине, что мы здесь проводили нерациональное хозяйство. В частности, рубили его как могли. Сегодня несколько это, так сказать, исправляется. Несколько уже задумываемся, потому что у нас выхода больше нет. Если мы не сохраним наши леса, мы не сохраним наши благоприятные природные условия. Вот в связи с этим делается очень много. Есть, так сказать, правила рубок в лесах Абхазии, установлены, значит, правительством. Есть многие инструкции, документы, которые регламентируют ведение хозяйства в этих лесах. Но, к сожалению, на практике из-за отсутствия средств финансовых, из-за отсутствия новой техники, из-за отсутствия возможностей и, самое главное, из-за отсутствия специалистов. Эта проблема остается очень актуальной, острой в нашей республике. И леса шумят об этом каждый день. В стенах нашего государственного университета по просьбе нашего первого президента Владислава Григорьевича Ардзенба была основана кафедра лесного хозяйства и ботаники. Мы здесь выпустили, покорный ваш слуга там вел и курировал эту работу, и мы выпустили 5 выпуска прекрасных специалистов лесного дела. В лесной отрасли должен работать специалист-лесовод, который имеет высшее лесохозяйственное образование. Вот таких специалистов мы выпустили около 28 человек. Не скрою, к нам поступали человек 20, а выходили около 6 человек. У нас, так сказать, мы старались, чтобы подготовка этих специалистов была на самом высоком уровне. Мы это добились. К сожалению, сложилась такая ситуация в Абхазии, что из-за трудностей финансовых положений эти ребята оказались невостребованными. Средств у отрасли, лесной отрасли в нашей стране отсутствовало. Они не могли получать, так сказать, хотя бы минимальную для обеспечения жизни зарплату. И они ушли в разные так сказать, направления, и они работают сейчас в других местах. К сожалению, за исключением нескольких ребят в лесной отрасли мало кто из этих людей работает. Маленький юмор. Один из моих выпускников, кстати, он хорошо заканчивал и так далее, встретил меня, это было полгода тому назад, в городе, и говорит: Сергей Михайлович, вы нас заставляли очень строго, очень серьезно заниматься. А что толку, говорит, я сегодня получаю разов 5 больше, чем вы получаете зарплату. Вот какой подход. Он не виноват в этом. Ситуация такая, но эту ситуацию надо исправлять. Готовить специалистов лесной отрасли необходимо для нашей страны. Это жизненно необходимая вещь, потому что я еще больше расскажу. Но лучше будет сейчас, если я расскажу вам о некоторых вещах, о некоторых растениях, которые произрастают у нас в Абхазии. Самшит колхидский. Называется она колхидский, потому что это эндем колхиды. Это реликт третичного периода. Это очень ценная древесная порода. Имеет древесину тяжелее воды. Используется она для различных подделок, для мебели, для отделки стен. Есть такой, скажем, факт о том, что собор Парижской Богоматери в Париже отделан из самшита, вывезен с наших краев. Поэтому уже больше 200 лет как эксплуатировались эти самшитовые леса. И отмечается, что диаметр этих самшита у нас достигало до 50 сантиметров. Представьте, 50 сантиметров для самшита. Это дерево третьей величины, высотой до 20 метров. Но, к сожалению, за все время нашей работы, а мы очень много работали в лесной отрасли, ходили по лесам, мы не обнаружили таких, размеров самшита. И студенты мои, обнаружили где-то в 2008 году одно дерево в ущелье реки Бзып, не доезжая каменного моста, каменных ворот в сторону, когда ехать на дорогу на Рицу.
Они обнаружили, с радостью пришли и сообщили. Вот мы перед вами, мы измеряем диаметр его 34 сантиметра и высотой 18 метров. Мы считали долго, что это самое крупное дерево у нас в Абхазии, да и вообще этого рода, который сегодня сохранился на земле. Но, к счастью, в прошлом году, во время экспедиции, у нас была международная экспедиция с участием венгерских ботаников в ущелье реки Бзып, в верховьях еще выше, в 23 километрах западнее от поселка Псху, мы обнаружили несколько экземпляров деревьев, которые превышают указанные параметры. Самшит колхидский с диаметром ствола 42 сантиметра, 37 сантиметров. Вот видите, в обхвате 110 сантиметров. Это доказательство, практическое доказательство о том, что такие вещи, такие растения, к счастью, к нашему счастью, еще сохранились. Самшитовые леса были намного распространены, но из-за этой эксплуатации, из-за хищнического отношения, сейчас они очень мало на территории Абхазии. Несомненно, этот вид внесен в Красную книгу и подлежит охране и сохранению, потому что это реликт третического периода, это ценная, не только как древесина, но и как вид. Вы знаете, потеря какого-то вида очень практически невосполнима. Это равнозначно, что вытащили свою дома кирпич. Вот в таком разрезе, вот примитивном, но во всяком случае пример показывает о том, что потеря какого-то вида в природе, они очень чреваты, потому что каждый вид, он не выполняет свою функцию в комплексе экосистемы. Мы не зря говорили, что лес – это присутствие сообщества растений, которые влияют между собой и с окружающей средой. Вот самшитовый лес, который мы там обнаружили, это счастье, кто-нибудь из вас подувает, вы увидите воочию. Дай Бог, чтобы они сохранились еще для будущих поколений. Сосна пицунская, реликт третического периода. Вот здесь я немного ваше внимание остановлю, потому что вокруг него есть тоже интересные вещи, которые связаны с эволюцией, которые связаны с теорией эволюции. И сосна пицунская является реликтом третического периода. Это субтропическая древесная порода. Эта порода не может произрастать выше 200 метров над уровнем моря. И может произрастать там, где присутствует известь. То есть в известняковых условиях местопроизврастания. И у нас знаменитая сосновая роща на Пицунде, вот там он образует сомкнутое насаждение, единственное место. Дальше он идет до Анапы, туда вверх, точно так же приурочены к известняковым условиям местопроизврастания. Почему? Потому что в процессе эволюции этот вид приспособился произрастать именно в этих условиях, где сосна выдерживает конкуренцию со остальных древесных пород. И здесь в процессе отбора этот вид приспособился в этих условиях и может произрастать там. Пример доказывающий. Мы взяли эту сосну, посадили, развели его в городе Охотчамчир, там есть Абхазская научно-исследовательская лесная станция, прекрасные почвы, 1,5 метра толщины, аллювиальные почвы вдоль берега реки Моква. Казалось бы, прекрасная еда, так сказать, питание для расти и расти. Но нет. Через 15 лет все роща сосны, которые мы посадили, погибли. Потому что эти биоэкологические особенности, они приобретены в процессе эволюции, закреплены на генетическом уровне. Ломать их человеку искусственно очень сложно, порой вообще невозможно. Вот как выглядит, это очень декоративное, но не везде его можно размножать. Как декоративная древесная порода очень ценная. У нас вроде сосны 120 видов. Среди них в Абхазии, в Колхиде произрастает только 2 вида. Один сосну пицунскую мы уже рассказали, а следующий вид сосна коха, который произрастает где-то в районе озера Рица, если вы бывали там. Вот это участок, который вы сейчас перед вами, его можно увидеть в районе смотровой площадки, не доезжая до озера Рицы. Там «Прощай, Родина» как-то называется. Так где она произрастает? Вы видите, в условиях развала или заноса продуктов разрушения скалы. И там щебнистые места, там каменистые места, там только царство для змей и больше ничего. Почвы практически там нет. Но только в этих условиях эта сосна выдержала конкуренцию
с остальными древесными, более пластичными древесными породами, в частности лиственными, и приспособившись в этих условиях, мы сегодня имеем возможность наблюдать. Это очень красивая декоративная сосна. Здесь студенты вот как раз лесохозяйственного факультета проводят свои дипломные работы. Мы проводили в этих насаждениях, проводят таксационную работу и определяют строение, структуру и возможность разрабатывать методы сохранения этих лесов, методы ведения, использования этих лесов и так далее. Вот кора, структура коры, вот как выглядит. Видите, сизая, такая шикарная, красивая очень сосна. Но также имеет горную экологию. Произрастать она в климате более холодном, чем в субтропическом. Интродукция ее, то есть перевоз и выращивание его в нижней зоне в условиях нашего даже ботанического сада обречена. Мы вырастили, эта сосна начала быстро болеть, и не можем мы его использовать в этих условиях. Точно так же и другие вопросы. Вот здесь накладывается в связи с факторами экологической особенности древесных пород, расскажу такой сюжет и такую историю. Где-то год назад мы были в Китае на Всемирном форуме ботанических садов, и там нам показали, продемонстрировали коллекцию один из крупнейших ботанических садов мира в городе Гуанчжоу в Южном Китае, где тропический климат. И мы, когда ознакомились, там увидели только один вид сосны в 2 экземплярах. Один вид. А в мире на планете 120 видов. Там, в таком богатые возможности и богатая, огромная, так сказать, коллекция, и площадь позволяет, но всего 2 вида. И там мы увидели еще так называемая туя восточная, может быть, вы слышали или нет, но, естественно, эта туя восточная произрастает в более холодном климате на севере Китая, в том же Китае. Они тоже там, они в ослабленном настолько состоянии, что использовать ее так для декоративных целей, для практических целей практически невозможно. И вот здесь мы задумались, почему это, и мы получили ответ, когда мы обратились к теории эволюции Чарльза Дарвина. То, что эти растения произошли впервые в тропической зоне. Дальше они адаптировались в субтропическое, последующее в умеренно теплом, умеренно холодном и так далее, и так далее. Но эти адаптации, они закреплены настолько, как я уже говорил, на генетическом уровне, что ломать их невозможно было. То есть обратного пути эволюции нет. Понимаете? Мы не можем такие, сказать, барианы, то есть те растения, которые произрастают в холодном климате, вернуть их изначально в субтропический или в тропический климат. Это практически невозможно. Это не только просто теоретические выводы, но и практически при использовании этих растений в практических целях, в частности для озеленения. Вы знаете, что все зеленое убранство Абхазии, оно в основном на 80% представлено иноземными древесными породами. Если бы мы не учитывали экологические особенности района происхождения, мы бы здесь получили отрицательный эффект. Но с учетом всех этих моментов мы имеем возможность любоваться прекрасным убранством озеленения наших городов. Тис ягодный, реликт третического периода, тоже также пострадал из-за ценной древесины. У нас практически не остались тисовые деревья, тем более крупномерные. Биологически это дерево может достигать 2 метра и высоты 40 метров, но их уже нет. Вырубали, и такой способ у нас был, чаландарный, если не ошибаюсь, на лошадях, болванками их сносили вниз, вытаскивали, потому что продавали ее на все золото. Это очень ценная древесная порода. Но мы счастливы, что мы имеем здесь, у нас в Колхиде, правда, это не только у нас в Колхиде, по Южной Европе произрастает, но они должны были у нас произрастать. Все эти растения подлежат охране, не подлежат рубке по закону. А то, что делаем мы с вами, так сказать, самовольной рубкой, это вот не к счету. Это, так сказать, разговор другого плана. Вот кора, как выглядит оригинально, и все эти строения структуры коры в холодных условиях, она оберегает от холода, от влажности, от лишних вещей, от лишних факторов воздействия. Тоже выработано в процессе эволюции. Сейчас сразу мы очутились в субальпийском поясе наших лесов. Клен Траутветера. Клен Траутветера у нас в Абхазии 5 видов клена. Они произрастают от уровня моря до самых верхней зоны. Это клен, который произрастает на высоте 1600 метров и выше, и там образует он так называемые галерейные леса, то есть небольшими участками эти леса, но произрастая в верхней горной зоне, они выполняют очень важные климаторегулирующие, водоохранные, почвозащитные экологические функции. Поэтому этот вид также
реликт. То же самое произошло. Мы интродуцировали этот вид 2 саженца, как его в ботанический сад, в течение 20 лет имеет высоту всего 1,5 метра. Когда в верхних горных условиях, естественно, условия местопроизрастания за это время должна была, то есть клен должен был достичь хотя бы 3 метров. Но этого не случилось. Опять мы возвращаемся к биоэкологическим особенностям каждого вида, с которым мы всегда должны считаться. Но это тоже реликт. Вот вам группа этого клена траутветера. Это на дорогу на МЗИ. Возможно, вы ходили, возможно, вы отдыхали под этим деревом. Что это говорит нам? Уважаемые студенты, говорит следующее. Это, как видите, высота довольно высокая. Это говорит о биологическом потенциале этого вида. Это примерно около 1800-1900 метров над уровнем моря. И здесь были субальпийские леса в прошлом. Этот клен траутветера был элементом этих субальпийских лесов. Но здесь, когда мы проходили, видели, кругом стоять эти пастухи, кругом пастьба скота. Вот пасторальные факторы способствовали уничтожению молодого поколения, постепенно деградировал этот участок, это субальпийский пояс. И вот маяки, которые остались сегодня, напоминают об этих, так сказать, негативных воздействиях человека на этот вид. И просит нас: сохраните меня. Вот как выглядит кора этого дерева. Вот как выглядит очень орнаментальный лист, очень красивый для декоративных целей. Но его можно выращивать в Москве, а вот внизу в Абхазии никак не получится. Опять из биоэкологических особенностей данного вида. В Москве его выращивают в декоративных целях, в других городах, где более прохладный климат, там его можно выращивать. Вот как выглядят плоды. Вот так. Декоративно, красиво, согласны? Так, дальше. Но, к сожалению, мы не можем его выращивать здесь, потому что не позволяет природа. Вот феномен, вот о чем мы говорили. Здесь вы видите клен именно траутветера в альпийском поясе. В альпийском поясе заросли рододендрона кавказского, который не превышает больше 1 метра. И это кустарник в виде стланника, ведь это дерево. Вот именно приспособление этого вида, потенциал, возможно, этого вида в этих условиях, там, где вообще леса нет, там, где вообще уровень распространения древесных растений прекращается. Но это здесь, видимо, семена заносные, и оно выросло, но дальше расти не может. Скрывается под натиском, то есть под глубоким слоем снега, который здесь, в этих условиях достигает 10 метров. Вы представляете? И под этим снегом они зимуют, так что не повреждаются. И вот, когда весна, короткая весна, не позволяет им проявить себя максимально и расти до уровня дерева. Береза Литвинова. Вроде березы около 120 видов. Из них здесь у нас в Абхазии, в горных условиях, и притом в субальпийском поясе произросли только 2 вида березы. Перед вами это береза Литвинова, а вот на заднем плане, как деревья стоят, это береза повислая. Береза Литвинова также является реликтом третического периода, которая дошла до нашего периода и может произрастать только в субальпийском поясе, образуя здесь небольшие рощи, и которые способствуют стабильности субальпийского пояса. Вот как выглядят плоды и листья березы Литвинова. Кора как выглядит. Вот береза повислая. Почему береза повислая растет как дерево, а береза Литвинова как искривленная? Но не как кустарник, а искривленное дерево под натиском снега. Но береза Литвинова более тянет к умеренно теплому климату, а береза, как его повислая, это элемент холодного климата. Произрастает в основном на севере, там, где адаптировалась, и он может произрастать в наших условиях, в горных условиях, как настоящее дерево, которое свойственно биоморфологии этому виду. Вот кора отличается от этой структуры коры. Плоды и листья и побег. Ель восточная. В Абхазии чисто еловых лесов нет. Но ел восточно здесь произрастает у нас на высоте
от 700-800 метров над уровнем моря и в виде примеси к пихтовым лесам. Вот как выглядят шишки, они очень красивые, и сама ель очень декоративная. Можно выращивать его у нас в Абхазии, но недолго, как он называется. Растет он примерно где-то больше 200 лет, а здесь в Абхазии он может расти максимум до 50 лет. Так, это с хвойными лесами. Вот сейчас я хочу обратить ваше внимание на том, что растительность и леса в Абхазии распространены по горным ландшафтам и не имеют вертикальный характер распространения. Что это означает? То есть до 500 метров над уровнем моря у нас произрастают смешанные субтропические леса. Выше 500 метров до 1000 метров пояс каштановых лесов. Выше 500 метров, выше 700 метров до 1500 метров над уровнем моря произрастает пояс буковых лесов. А выше 900 до 1800 метров произрастает пояс пихтовых, елово-пихтовых лесов. А выше пояс 1900 до 2100 метров пояс субальпийских лесов. А выше 2100-2200 метров пояс альпийских лугов. Так вот, это вертикальный характер распространения, мы говорим пояс какой-то, допустим, буковых лесов. Почему? Мы знаем, бук произрастает на уровне, от берега моря до самого субальпийского пояса. Но поясом называем потому, что именно на этом отрезке вертикального профиля от 700 до 1500 метров бук проявляет свою наиболее оптимальную возможность произрастания. Здесь бук образует, как его, леса, чистые насаждения и ценные, так сказать, с ценной древесиной. Более того, я скажу о том, что у нас в Абхазии, в районе Псху, произрастали самые производительные буковые леса в Европе. Можете подумать над этим словом, что мы настолько были богаты и были горды этими такими возможностями нашей природы и экосистемы. Буковые леса, бук мог достигать в диаметре 2 метра, высоты до 50 с чем-то метров. Таких лесов, к сожалению, не осталось. В 1974 году туда поднялись лесорубы, и несмотря на все наши возражения, мы тогда не имели, не смогли препятствовать, они вырубили эти леса. К сожалению, будут ли такие леса, еще неизвестно, если будут только через 100-200 лет, если они появятся такие леса. Точно так же сейчас будет сказано о пихтовых лесах, та же самая ситуация, но о них чуть больше. Но буковые леса, произрастая в этой зоне, буковые леса, кстати, в Абхазии занимают 60% всей лесной площади. Самая большая формация у нас в Абхазии. И они, занимая такую огромную площадь, выполняют первостепенную, о том, о чем мы говорили, защитную экологическую функцию. Эти леса нас защищают от, экстремальных климатических явлений. Защищают, еще раз говорю, наш климат, и создают благоприятные условия, комфортные условия для проживания самого человека. Дубовые леса. У нас в Абхазии произрастает 4 вида дуба. Это дуб иберийский, дуб эмеретинский, дуб понтийский и дуб гартвиса. Дуб понтийский является субальпийским элементом, произрастает на высоте 1800 и выше, и произрастает в виде кустарника. Но это дерево я видел в Европе, в ботанических садах, где может достигать метров 12-15 с диаметром до 40 сантиметров. То есть это максимально ее возможности. Но произрастать в Европе с умеренно холодным климатом, с умеренно теплым климатом, не в субтропическом поясе. А здесь вот жизненная форма у него в виде кустарника, и, произрастая в субальпийском поясе, создают условия для стабильности этой формации. Дуб гартвиса. Один из крупнейших видов дуба, вообще среди рода в роде насчитывается около 400 видов и разновидностей. Представляете, какое огромное количество. И вот о видовом разнообразии тоже немного больше, чуть-чуть позже расскажу. Вот дубовые леса, это в районе Псху, из дуба гартвиса,
которые образуют местами чистые насаждения, но не так часто, в основном примеси с буком и так далее. Произрастая в наших условиях, достигая крупных размеров, конечно, они имеют очень важное значение, опять подчеркиваю, экологическое в первую очередь. Но рубили этот вид дуба тоже, потому что имеет ценную древесину. В настоящее время вырубка этих дубов запрещены. У нас в Абхазии таких видов древесных растений, которые нельзя уже рубить, их около 47 видов. А всего в Абхазии произрастает 160 видов древесных растений. 160. Из них 47 видов, почти 37% являются уязвимыми, редкими и нуждающимися в особой охране. Мы готовим сейчас Красную книгу. Несомненно, эти виды войдут туда со своими предложениями и мероприятиями, которые необходимы для спасения этих видов. Среди них дуб Гартвиса. Насаждение дуба Гартвиса в девственном лесу, так сказать, девственный это лес, где человеческая рука так не оказала воздействия. Только естественные леса. Вот каких размеров может достигать этот вид дуба? Мы встречали в районе, так называется, поселок Менделеевка, Хашупсе, в верховьях реки Хашупсе, дуб, который имел диаметр, дуб Гартвиса, который имел диаметр 3 метра. Не знаю, этот вид существует, то есть это дерево существует сейчас или нет, но такие деревья надо занести в объекты особо охраняемых, так сказать, природные наследия. Вот лист как выглядит. Насаждение каштана посевного. Все вы знаете, что такое каштан. Лакомились, наверное, плодами, и имеет очень важное значение. Ведь каждое дерево у нас, если мы так подойдем, имеет свою судьбу, которая определяла миллионами лет процессами природы. А сегодня определяет еще и человек. Вот так и случилось с каштаном. Каштан, конечно, не только элемент, как его наши колхиды, произрастает по всей Южной Европе, но по всей пределах его ареала этот каштан страдает болезнью, так называемой, вызванной микробом эндотиозом, и каштановые леса исчезают с лица земли по всей Европе. В первую очередь это произошло потому, что человек повредил этих лесов, то есть этих деревьев. Если механическое повреждение на стволе, то сразу внедряется вот этот проклятый эндотиоз, микробное заболевание. И в результате каштан начинает болеть и усыхает. Но можно разработать системы мероприятий, уже ученые работают и достигли определенных, так сказать, успехов для спасения наших лесов. У нас каштановые леса, нетронутые каштановые леса сохранялись только в Смурском лесничестве, в Схугу-Мессинского заповедника. К сожалению, и там проник человек, и там тоже, нанес урон экологической устойчивости этих насаждений. Вот мы проводим исследования, изучаем каштановые леса в районе Псху. Вот как выглядит лист каштана, кто не знаком. Вот выглядит погибающее дерево каштана, которое было в свое время повреждено человеком, потом туда поселилось, или не только человеком, там могло быть зверю, оленю и так далее, и так далее. И в результате такие деревья погибают в лесу. Вот каштан, усыхающий, видите, без листьев. Без листьев здесь, а на заднем плане каштан с листьями. Это осенний снимок. И вот таким образом у нас исчезают, и каштан просит человека: помоги мне, спаси меня. И мы должны сделать. Каштан также подлежит, запрещено вырубке в наших условиях, но, к сожалению, самовольные рубки здесь проходили в таком масштабе, в таком количестве, что ценных деревьев каштана практически у нас в Абхазии не остались. Несомненно, это объект Красной книги, и, несомненно, подлежит его строгой охране и разработку системы мер для спасения этого вида, этих лесов у нас в Абхазии. Липа. У нас 2 вида всего липы. Липа ледебура, которая произрастает несколькими экземплярами у нас в Абхазии. Представляете, насколько низка популяция, настолько низка устойчивость этого вида. Второй вид – липа кавказская, которая распространена здесь в Абхазии значительно шире. Кто побывал у нас в ботаническом саду, вы видели, там огромные центры стоят, патриарх нашего сада, липа кавказская с диаметром около 3 метров, в возрасте до больше 500 лет. Но липа чем ценна? Медонос. Правда? Ценная древесина имеет ценную древесину. Именно за эту древесину его как раз
наказали ее. Вырубали страшно самовольными рубками. Сейчас чистых, хороших деревьев лип также не осталось. Но липа ценна тем, что дает прекрасный мед. У нас в ботаническом саду мы обнаружили форму этой липы кавказской, которая начинает цвести через месяц после того, как типичный вид липы цветет. Мы интродуцировали с Дальнего Востока липа амурская, которая начинает цвести на месяц раньше, чем все эти два вида липы. Если мы будем разводить эти три вида липы на одной территории, допустим, на гектаре, то мы будем иметь срок цветения липы не 2 недели, как обычно бывает, а все где-то 30-35 дней. То есть из этой ситуации вытекает следующее. Сколько мы можем получить от реализации меда доход в 15 раз, по нашим подсчетам, выше, чем вырубка этих деревьев, то есть, деревьев на древесину. Вот вам практическое использование, вот вам пример, когда можно рационально подойти и использовать эти самые, древесные породы. Ну, что говорил вам буковые леса, самые, так сказать, распространенные у нас. Сейчас останавливать ваше внимание сейчас не буду, но они выполняют, прежде всего, самые такие защитные функции. Вот как выглядит кора, как выглядит лист, как выглядит плюска или там плоды, как его бука. Наверное, вы ели, как его орешки этого самого, очень вкусные, но они такого практического использования не имеют. Вот как выглядит сеянец этого бука. Вот группировка в субальпийском поясе доходит вид до субальпийского пояса и образуют такие вот группировки. Называется редколесье. Здесь были еще больше эти леса, но, к сожалению, здесь тоже пастьба скота, как я сделала свое, дело, отрицательно повлияло. Этих таких лесов, группировок все меньше и меньше. Мы говорим, это показываем потому, что насколько в биологическом отношении бук пластичен, что может он расти и в нижнем поясе, и в верхнем поясе. Вот это результат, видите, называется ошмик на стволе, который получили они во время трелевки леса, во время рубки. Лес трелюют трактором, привязывают огромные хлысты, трелюют. По пути они его проводят, вот такие повреждения наносят, тем самым эти растения эти деревья становятся больными, и со временем они погибают и так далее. Раньше здесь проводились сплошные рубки. Это было принято во всем мире и в горных условиях тоже. Но благодаря ученых эти рубки были прекращены у нас в горных условиях, потому что они разрушительны, они наносят катастрофический урон не только состоянию, но всей экосистеме региона. Заменили ее так называемыми выборочными рубками. То есть надо было рубить определенное количество деревьев на единице площади, остальные необходимо оставлять или сохранять лесную среду, чтобы мы имели всегда постоянно лес, выполняющий свои экологические функции. Но этого не случилось, к сожалению. Но сегодня уже, так сказать, рубки почти сведены до минимума. Будем надеяться на то, что эти, так сказать, пройденные деградированные насаждения будут восстановлены со временем с помощью человека. Вот пройденные, значит, рубками этих лесов, видите, в 2014 году пошла, вот, идет группами возобновления. Скорее всего, это остатки после рубки, как его предварительного подроста. Подрост – это те растения, которые со временем будут заменять главную древесную породу. То есть они достигнут высоты дерева, и лес восстановится. Но в этих условиях, по нашим расчетам, где-то через 80-100 лет может восстановиться полноценный лес. Так эта потеря, за это время они могут абсолютно выполнять свои экологические функции не в полном объеме. Вот что происходит на лесосеках вдоль трелевочных трасс. Трелевочные трассы – это вдоль тропинок, по которой, значит, волокут древесину с помощью привязанной к трактору. И после этих самых остаются вот такие вот ретмины, процессом эрозии, эти все смытые почвы стекают в реку, ослабляя экологические функции. Быстро выпадающие осадки быстро выпадают, быстро они стекают по дороге, разрушая почву, они сносят в реку, реки заиливаются, и потом начинается наводнение в нижнем течении, принося огромный ущерб, так сказать, стране и человеку.
Но если существовали бы эти, проводили бы здесь рациональное хозяйство, значит, эти последствия были бы минимальные. Пихта кавказская, как выглядит побег, это как выглядит сеянец пихты кавказской. И вот как выглядит шишки у пихты кавказской, вы видели у ели кавказской, значит, шишки опущены вниз, а у них как свечки стоят, вот здесь формируются семена, они раскрываются, осыпаются, семена, из семян, естественным путем происходит самосев, и так лес восстанавливается. Это благодатный дар природы. Это та функция, которую выполняет природа, и притом бесплатно. То есть сама возобновляет себя, эти леса. Тем самым, если бы мы не вредили, если бы мы считали закономерностью развития этих насаждений, этих лесов, то мы имели бы сегодня, так сказать, на всю жизнь, могли бы рационально их использовать с пользой дела и для человека, и для экосистемы, для климата и так далее. Вот пихтовые леса, где не проводились эти рубки, так выглядят. Здесь присутствуют различные поколения, молодые деревья, как деревья второго яруса, деревья первого яруса. Это закономерность, которая происходит, постоянный процесс возобновления леса. И мы не имеем права разрушать такую закономерность, чтобы мы всегда имели возможность иметь полноценный лес. Вот еще один таких участков древостоя следующее. Вот тот венгерский ботаник, который восхищается таким размером пихты кавказской, которая у нас здесь произрастает. В Европе таких деревьев уже практически нет. У нас они еще, к счастью, сохранились. И есть сведения, вернее, я был свидетелем о том, что дерево пихты в Черкесской поляне в 1972 году вырубили диаметром 2 метра, высотой 62 метра. Вы представляете, что такое 62 метра высоты? Есть сведения, что и были еще большей высоты, но мы не встречали. Так что это дерево так же, как и бук, является самой крупной древесной породой в Европе и дает запас на гектаре до 2000 километров. Это феномен, это явление, это дар природы колхидского флористического рефугиума, который мы должны оберегать как зеницу ока. Вот мы проходим со студентами, как его практические занятия, разговариваем, значит, о судьбе этих лесов, и они воспринимали очень серьезно и внимательно, и, возможно, у них осталось, так сказать, в памяти об этих лесах, так, чтобы сделать пользу для них. Мы обнаружили в верховьях Геги новую форму пихты этой кавказской. Видите, черепичатая хвоя, как черепичатая, и сизая форма. Сизая форма – это уникальная форма, которая очень редко бывает в формовом разнообразии растений. И чем они вызваны, и чем они полезны. Каждый вид дерева или каждый вид растений имеет различные формы, процессы эволюции, процессы расщепления ген, процессы различных условий местопроизврастания, процессы адаптации, появляются новые формы, приспособленные к специализированным условиям экотопа или условиям произрастания. Вот так многие виды имеют очень много форм. Допустим, ель восточная имеет, ель обыкновенная, которая не у нас произрастает, имеет более 200 форм. Пихта кавказская имеет около 7 форм всего. А есть некоторые виды, которые 2 или 1. Это говорит о том, что эти растения очень древние, очень, так сказать, и биологически они старые. Биологически они стареют со временем. Этот вид может исчезнуть через, так сказать, 50 или миллионы лет. Миллионы лет. Потому что они приспособлены к определенным условиям местопроизврастания. И если сегодня не помочь этим видам растений, то мы их можем потерять. Яркий пример. Есть такое дерево гинко двухлопастной. Наверное, слышали, есть там лекарства из нее делают, там что такое у нас в ботаническом саду произрастает. Естественно, условия местопроизврастания уже исчезли с лица земли. Это родом из Китая, там уже нет. Естественно, человек их свел до нуля, или биологические факторы, сейчас мне трудно говорить. Но, во всяком случае, в ботанических садах мира они этот вид разводят, благодаря тому, что у этого вид, хотя очень старый, но использовали эту форму, которая может адаптироваться в конкретных условиях местопроизврастания. И сегодня, благодаря человеку, этот вид, то есть это не это, гинко двулопастной, встречается во многих местах. Но что это означает? Мы не сохранили генофонд этого вида. Мы, естественно, генофонд вида сохраняем, если нет популяции, то нет вида. А мы имеем дело с фрагментом
генетического, так сказать, набора при интродукции, при разведении, искусственном разведении где-то в той или иной среде. Мы имеем на определенное время, на 100 лет, на 50 лет, мы можем использовать этот вид, но он может у нас из руки исчезнуть, потому что нет популяции, нет уже устойчивой в биологическом отношении возможности использования этого вида. Мы говорили о защитных функциях наших лесов. Малые Рицы, наверное, многие из вас бывали. Я обращаю ваше внимание вот на этот склон, на это россыпи вот здесь, которые образовались. Это снежная лавина, которая произошла отсюда. И на пути снес все, что здесь было, вот такие леса здесь тоже произросли раньше. То, что я говорю, именно эти леса являются единственным фактором, противостоящим всем этим лавинным явлениям. Сейчас вы видите, как идет борьба растений, как его охватывает все эти самые россыпи, как его зарастая в эти самые россыпи, тем самым образует здесь со временем будет лесной массив и будет противостоять, чтобы эти, как его, снежные лавины стабилизировались и это озеро осталось чистое, иначе эти лавины же могут его закрыть, как его наполнить, это самое, и может исчезнуть. Но это полбеды. Вот такие вот возможности ослабляют устойчивость наших лесов в верхней горной зоне. Тем самым могут отрицательно повлиять на экологическую систему всего региона. Мы показываем вам корневую систему на крутосклоне, как они, цепляясь за почву, они сохраняют почву. Крона, так сказать, пропуская медленно осадки в грунт, опять то же самое, значит, выполняет водоохранные функции. Пастьба скота, я уже говорил о них, самый страшный вред, который здесь можно, так сказать, оказать отрицательное влияние на устойчивость наших лесов. Вот после пастбы скота, что грызки только на подросте, что остается. Еще маленький, на 2 минуты, ваше внимание обращаю то, что здесь происходит усыхание пихтовых деревьев. Вот она, как усыхание, это происходит естественным путем. Никто сюда не лазил, никто не повреждал, здесь даже человеческая нога не ступала, но они усыхают. Мы проводим со студентами Ленинградского биологического, то есть университета, со студентами обследование этих сухостойных деревьев. На склоне Аватхара вы видите, наверное, вам видно, сколько деревьев сухостоев. Что это такое? Кроме антропогенного фактора, сейчас у нас, как вам известно, происходит глобальное изменение климата. То есть идет подтепление климата. В результате чего? Устойчивые растения к умеренно холодному климату, когда появляется потепление, отрицательно влияет. И они, не приспособленные к этим условиям, начинают вот так страдать и начинают усыхать. Со временем, если вот такая ситуация продлится, то судьба этих самых вряд ли, то есть обречена, возможно, обречена. Мы не знаем потенциал, возможности этого вида. Будем надеяться на то, что эта пихта сохранит свое существование в колхидском флористическом рефугиуме. Это субальпийский элемент субальпийской растительности, который является форпостом для предотвращения всяких экологических последствий с верхних зон гор. Рябина буассе – один из элементов субтропического пояса. Плоды рябины буассе – реликт третичного периода. Элемент, как его называется, эндем Кавказа, колхиды. Бук восточный. Вы видите в субальпийском поясе, как переплелись корни, как переплелись стволы из-за огромного количества снега. Они растут криво, но здесь они произрастают, тем самым укрепляя устойчивость субтропических лесов. Субальпийская редколесье, что говорил. Вот здесь леса произросли, это пояс лесов, субальпийских лесов. Но в результате антропогенного воздействия, в результате пастбы скота, все эти леса деградируют, все меньше и меньше становится, и уровень, то есть верхняя граница этих лесов будет опускаться ниже. Вот, видите, здесь как будто кто-то прошел и подстриг верхняя граница леса. Это результат того, что мы здесь хозяйничали, так сказать, вместе со скотом, и получилось вот в результате отрицательного воздействия на этих вот такое вот снижение уровня субальпийских лесов, что очень отрицательно может повлиять в целом на экосистему нашей природы. Вот группировки субальпийского пояса, пастьба скота, опять тот же фактор. Вот опять мы показываем здесь лавины, на котором, значит, на лавине, где на этой площади сейчас идет зарастание, новый лес,
который будет выполнять защитные функции. Река Аватхара, наверное, все вы там бывали. Если мы сможем сохранить, а здесь мы уже нанесли серьезный вред, здесь в этом районе уже рубили, и вот наверху тоже субальпийский пояс, благодаря этих пасторальных факторов, редеют. Но если мы сохраним водосборные склоны и произошли здесь леса, река Аватхара будет всегда полноводной, красивой, прозрачной, и мы можем любоваться дальше. И здесь водится хорошая форель, вы можете приехать там и ловить. Это самое, я к чему говорю, так образно говоря, значит, надо охранять водосборный склон. Горные альпийские луга, горная система, очень суровые, с суровыми климатическими условиями. В одном из национальных парков Венгрии, называется Буг, наше внимание обратили на надпись на большом огромном аншлаге. И гласила она следующее. Можете читать кто-нибудь из них. «Человек, будь милостив, не губи меня. Я даю тебе кислород, продукты питания, без которых ты жить не сможешь. Оберегаю водоемы, из которых ты черпаешь питьевую воду. Кроны моих деревьев укрывают тебя от знойного солнца в пустыне. Я оберегаю тебя от врагов. Я крыша и входная дверь твоего дома, люлька, в которую тебя укладывали в детстве, крыша твоего гроба. Будь разумным и помни об этом всегда, не уничтожай меня». Хорошие, правда, слова. Люди, уничтожающие леса, являются врагами общества. Это говорил великий Цицерон в свое время и очень давно. Охранять природу значит охранять Родину, говорил великий художник, российский художник Пришвин. Отношение к лесным насаждениям характеризует культуру страны, говорил Дмитрий Менделеев. Это не наши слова. Так что под этими словами очень огромная философия, и огромная, над которыми необходимо нам всем задуматься. А я говорю, нет лесов, нет Абхазии. Это однозначно. Это просто не эмоциональное заявление. Это научно доказанное. Это абсолютно уверенность в том, что если леса не будут у нас в Абхазии, не будет самой красивой Абхазии, не будет комфортных условий проживания здесь человека на долгие годы нынешнему и будущему поколению. Так вот, завершая мою беседу с вами, я бы хотел обратиться к вам с просьбой, если мы сумели что-то из этого получить, то в повседневной вашей жизни руководствовались теми, как и тезисами, которые здесь мы заключили в нашу беседу с вами. Большое спасибо. Если есть вопросы, я готов ответить на вас. Моя лекция носила несколько образно, как и говорят, возможно, несколько сумбурный характер, но, надеюсь, кое-что мы с вами усвоили. В заключение я хочу вам сказать, вот, мы выпустили такую монографию, называется «Пихтовые леса Кавказа», в котором отражены вся закономерность формирования пихтовых лесов и как надо рационально вести в этих лесах как и хозяйство и для сохранения этих лесов. Также мы выпустили словарь ботанических терминов, названий всех древесных растений Кавказа. Наверное, биологам, наверное, и ботаникам это крайне необходимый материал. Если, значит, изъявите, вы можете получить у нас на кафедре. Спасибо за внимание еще раз. Вот вы сказали, что раньше Сахара была очень лесной местностью. И также сказали, что сейчас это пустыня по двум причинам. Это климатические условия и второй человек. Как именно человек повлиял на данную проблему? Здесь, в районе Сахары, была очень древняя цивилизация. И притом настолько мощная, что со временем эта цивилизация исчезла, потому что они вырубали эти леса. Использовали тогда примитивные возможности, кроме лесов у них и пищи, и так и для пищи пропитания, для получения воды, для одежды, там, и для всего, и так далее. Все полезности там максимально использовали. Там было очень перенаселенный объект цивилизации, в результате чего человек свел эти леса до минимума. И плюс туда глобальные изменения климатических условий привели к тому, что мы там сегодня имеем пустыню. Это не только там. Во многих пустынных вещах это вот результат изменения всех этих факторов, и что там они произрастали тропические леса. Это не просто словесное и умозаключение. Они там находят в палеоботанических
материалах находят, какие виды там тропических видов растений там произрастают в геологическом прошлом. На сегодняшний день ведется ли разработка лесных ресурсов в Абхазии? Если да, то в каких масштабах? Да, ведется сегодня, но в очень незначительном масштабе. Эти рубки были допущены после войны. Маленькая история. Мы очень плотно занимались охраной этих лесов, и нам в 1979 году удалось о запрещении любых видов рубок в лесах Абхазии на уровне правительства СССР. Это была большая, огромная работа, огромная борьба в полном смысле этого слова, но нам удалось это делать. Но, к сожалению, вы знаете, война, разруха, так сказать, голод, холод в нашей стране, и надо было чем-то выжить из этой ситуации, из этой экономической. И руководство наше пошло на то, чтобы допустить определенную вырубку наших лесов в определенном количестве, и мы реализовывали буковую древесину, вырубая ее там где-то за пределы Абхазии, получали какую-то энную сумму на содержание пенсионеров, на содержание армии, на содержание там охраны и так далее, на содержание, там, на приобретение пищи для нас всех с вами. Было очень тяжело, и мы вынуждены были, вернее, руководство вынуждено было пойти на это. Но, к сожалению, я уже говорил, рубки осуществлять рационально мы не в состоянии сегодня. Не в состоянии. Мы и сегодня говорим о необходимости прекращения этих рубок, но, к сожалению, в лесном хозяйстве должна быть какая-то отрасль. Лесное хозяйство должны вести в стране, потому что это один из таких направлений нашей отрасли, который со временем, я абсолютно уверен, может быть рентабельной, доходной. У нас есть все основания, у нас разработана стратегия развития лесной отрасли в нашей республике, в котором мы доказываем о том, что хозяйство можно ввести, и без вырубки лесов можно вести на, так сказать, на рациональном, экономически выгодном уровне. Но это тема, так сказать, не сегодняшнего, завтрашнего дня. Но там работают люди, им необходимо прокормить себя, поэтому они вынуждены, как сказать, вырубать определенное количество, там около 30 тысяч всего. Если вспомнить, то у нас вырубали до 200, а то и до 500 тысяч кубометров в год. Конечно, по сравнению с этим, но это не говорит о том, что мы проводим сегодня, можем проводить там, рациональные рубки. Каждый, кто не поднимется на этих лесосеках, вы убедитесь в этом. Состояние там тяжелое. Но по той вине, что у нас средств у государства ограничено, техники у нас нет, и самое главное, специалистов у нас лесного дела нет. Блестящая, да, динамичная лекция завершилась блестящей молитвой, молитвой леса, которая должна, наверное, дойти до каждого человека, до каждого гражданина Абхазии. Да. Вот вы сидите здесь, биологического факультета, студия, это правда? Можем с вами мы организовать субботник какой-то? Рядом с вами буду стоять. И рядом мы с вами будем говорить, смотреть, что нужно делать. И буду разъяснять, будет вам интересно и так далее. Проведем такое веселое мероприятие на территории нашего, тогда приведем в порядок вокруг нас. Вообще биологи, они, главная, наверное, ударная сила в вопросе воспитания отношения к природе, правда же? И это вообще наш очень важный интеллектуальный такой анклав, потенциал. Поэтому я больше хотела бы в этом вопросе как раз-таки на вас опираться. Поэтому если у вас есть хотя бы небольшие такие проекты, экопроекты, это замечательно. Но мне кажется, что у вас есть возможность, и никто вам препятствовать не будет. По-моему, даже вам будут очень даже помогать и поддерживать, если на территории университета место живописное, красивое, если все-таки вы захотите облагородить эту территорию, посадить деревья, посадить кустарники, вы сможете это сделать. Я надеюсь, вы это сделаете. Спасибо еще раз, Сергей Михайлович, за лекцию. Как настоящие ученые, лекция завершилась, как вы видели, рекомендацией литературы. Это всегда очень важно. Я понимаю, что у нас телевизионная лекция, но тем не менее лекция вообще должна завершаться литературой, правда же? Да, и вам были рекомендованы интересные книги. Я надеюсь, что вы на это обратите внимание. Что касается меня, поскольку я не ботаник, Сергей Михайлович, но все равно, вы знаете, любите я тоже природу. Сегодня, да, я любитель природы. Опять же, я вам скажу, что когда в парламенте, в предыдущем созыве, когда я была депутатом, возглавляла комиссию парламентскую по празднованию 15-летия нашей Конституции, я думала, что бы мне такое сделать интересное.
интересное, да, которое осталось бы, да, в общем-то, по инициативе вот нашей комиссии мы организовали посадку экзотических таких кустарников, деревьев в парке напротив часов на улице Леона, вы знаете, наверное, да, и мне очень приятно наблюдать за тем, как они растут. Но был у меня момент очень негативный в одной из школ, значит, до того, как начался ремонт, опять же, к какому-то юбилею, я думаю, что я еще могу сделать? Всегда не хватает финансов и так далее. Так. Мы организовали посадку елок. Мы посадили около 10 елок во дворе одной школы. Но через определенное время, когда я увидела, что там прекрасно отремонтированная школа, двор, капитальная ограда, и вдруг я обнаружила, чего-то здесь не хватает. Там не хватало моих елок. То же самое произошло у нас в ботаническом саду. Под Новый год пришли. Дерево, которое достигало 12 метров, вершину срубили и унесли. Это единственное дерево из острова Тайваня, так она называется, Тайвань, криптомериевидная. У нас очень редкое, за пределы ареала у нас, мы смогли вырастить 2 экземпляра, это нами были привезены из Тайваня. С нами были выращены, посадили. И как было больно, это не представляете. Я не знал тогда такого бешенства. Если бы я человека имел бы под рукой, я не знаю, что бы с ним сделал. Вырубил, прямо взял на 2 недели. То есть посмотрел, он после этого он выкидывал, не задумался. Он не виноват в этом, у него просто не понимает, что он делает. Кто-нибудь из вас читал, вот Ницше, философский роман, его называется «Так говорил Заратустра». Я вам рекомендую прочитать этот роман, и я прочитаю, то есть сделаю такое небольшое заключение, вот итоговое слово, значит, нашей кафедры сегодня. Я медленно эту цитату прочитаю, я хочу, чтобы вы прониклись, может быть, тогда и прочитаете этот роман. «Правда, я лес, полный мрака от темных деревьев. Но кто не испугается моего мрака, найдет и кущий роз под сенью моих кипарисов». Это написал, значит, Фридрих Вильгельм Ницше. Роман его называется «Так говорил Заратустра» или «Книга для всех и не для кого». Это была кафедра лекции на абхазском телевидении. Спасибо.